Здравствуйте! В эфире новости, в студии Анжелика Миржоева. Ингушетия стала первой республикой Северного Кавказа, где запустили связь 4-го поколения по технологии LTE. Это результат соглашения, заключенного год назад с третьим по числу абонентов сотовым оператором в России. Сеть развернута на радиочастотах, полученных в результате конкурса. Эта технология позволит жителям республики в полной мере оценить качество нового стандарта. Особенно важно, что в зоне покрытия находятся средние и высшие учебные заведения республики. На данный момент связью нового поколения охвачено 75% территории субъекта и ведется работа по обеспечению полного покрытия. Средняя скорость передачи данных составляет 10-20 мегабит в секунду. Это в несколько раз больше, чем в сетях 3G. В ноябре прошлого года было у нас заключено соглашение с правительством республики, благодаря которому стало возможным запустить эту сеть, запустить в первой республике на Кавказе. То есть пока больше нигде не запущено, только в республике Ингушетия. Мы считаем для себя республику Ингушетию достаточно инвестиционно привлекательной. При этом в республике была наиболее развита инфраструктура с точки зрения готовности транспорта и так далее, пропускать такие скорости. То есть была возможность сделать эту надстройку сети LTE довольно быстро. В сельском поселении Кажево погибли 3 детей в результате возникшего пожара. Это не первый случай за последние дни. Напомню, в Кантышеве во дворе частного дома 3 детей без надзора родителей развели костер, используя легковоспламеняющуюся жидкость. Пламя костра перекинулось на ребят, 2 из них погибли. Подробности у Магомеда Измайлова. Пострадавшие дети были доставлены в реанимацию республиканской больницы вечером 9 ноября. У них было обожжено 90% поверхности тела. В ночь на 11 ноября умер 8-летний Азраил Шакриев. На следующий день скончался 13-летний Амирхан Аздоев. Еще один ребенок, Амурат Шакриев, подключен к аппарату искусственного дыхания. Для осмотра из Владикавказа приехала Людмила Дудиева, заведующая ожоговым отделением Владикавказской больницы. Тяжесть обусловлена обширными и глубокими ожогами. Это 3 Б 4 степени и плюс тяжелой термоингаляционной травмы. На настоящий момент в отделении проводится вся интенсивная терапия, что положено в данном состоянии ребенку. Врачи принимают всевозможные меры. Сейчас для них цель номер 1 – вывести ребенка из шокового состояния. В плане обеспечения медикаментозного обеспечения, все, что для этих детей необходимо, оно есть. В больнице есть. Родственникам, в общем-то, ничего приобретать не приходится. Если состояние Мурада Шакриева стабилизируется, будет решаться вопрос о доставке его спецбортом МЧС в специализированные ожоговые центры страны. Магомед Измайлов, Рахман Цуров, Новости 24. Начался прием документов для участия в конкурсе развития семейных животноводческих ферм в Республике Ингушетия. Программа создана для поддержки начинающих предпринимателей и для снижения безработицы в республике. Тему продолжит Светлана Томова. Организатором конкурса по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии. Люди, у которых есть свои фермерские хозяйства и которые добросовестно платят налоги, могут подать все необходимые документы и назвать сумму, которая им будет необходима для развития своего бизнеса. После проверки рабочая группа выносит решение о выделении необходимой суммы. Деньги предприниматель должен освоить в течение 18 месяцев. Для участника программы основным требованием является то, что его хозяйство функционирует более 12 месяцев. Это первое. Второе. Наличие бизнес-плана. Чтобы крестьянско-фермерское хозяйство стояло на учете в налоговой, в статистике, то есть все сопутствующие документы. Наличие земельного участка, ходатайство с местной администрацией, то есть перечень документов, согласно этого перечня рабочая группа их и принимает. Абдулвагаб Зауров сдал документы на грант. Он говорит, что сейчас у него 20 голов скота, но места, где его держать, не хватает. Грант ему нужен, чтобы расширить свое хозяйство и построить дополнительные помещения для коров. На сегодняшний день у меня имеется здесь 20 голов. В случае получения гранта я рассчитываю, чтобы расшириться, закупить побольше скотины и построить здесь ферму. Прием заявок на получение грантов продлится до 18 ноября. После этого в течение 15 дней будет идти конкурс на отбор. Светлана Томова, Юнус Цычоев, Новости 24.
Одной из самых обсуждаемых тем в республике является решение Исламской конференции, а именно полный запрет на похищение невест. Мнение жителей и духовенства на этот счет выслушал Магомед Асканов. Мадина учится в Ингушском государственном университете. На факультете филологии больше девушек, чем молодых ребят. Среди студенток эта специальность считается престижной. Одни становятся педагогами, другие переводчиками иностранных языков. Мадина была свидетелем кражи своей подруги, да и сама едва избежала похищения. Она считает, что прежде чем сказать «давай поженимся», парень должен проявить воспитанность и уважение к другим. Если у парня нечего скрывать, если у него нет никаких недостатков, если он уверен, что он чист, он просто попросит девушку у его родителей, у ее родителей. Или если он ее крадет, это значит, что девушка сама не хочет за него выйти. У преподавателя десятки вспоминаний, как молодые люди заходили в здание и уводили девушек против их воли, а некоторых иногда умыкали даже через окна. Принятое духовенством республики решение они считают важным, и соблюдать его нужно одинаково по отношению ко всем жителям, невзирая на социальное положение и финансовую состоятельность нарушителей. Преподавателя нашего девушку крадут. Она кричит, ее со двора уводят, кричит. Заступился студент. И знаете, чисто, чисто случайности, пуля в каких-то миллиметрах прошла от сонной артерии. Его ранило. Вы понимаете? А могло бы запросто убить. Еще в 19 веке на Кавказе засватать девушку было дорого. Тогда в качестве калыма просили от 80 до 200 серебряных монет. Но и сегодня некоторые считают, что обычай красть невесту сохраняется именно из-за того, что играть свадьбу слишком накладно. Впрочем, есть и другая сторона, которая думает совсем иначе. С одной стороны, я думаю, что это нормально, так как эту традицию соблюдали наши отцы, наши деды, наши прадеды. С другой стороны, я считаю, что это неправильно, потому что как-никак это чужая девушка, как-никак точно так же у всех есть свои сестры, и любой брат бы не хотел, чтобы его сестру украли. У меня тоже две сестры, обе сестры вышли замуж таким путем, их украли обеих. Ну, правда, я был тогда еще маленьким, я не понимал этого. Но сейчас я думаю, что сам бы я так не поступил, по крайней мере. Нередко бывает, что родители девушки отказывают потенциальному жениху. В таких ситуациях молодые люди идут на похищение. Обычно похититель крадет невесту со своими друзьями и прячет ее в укромное место, а его родственники начинают уговаривать ее выйти замуж. После похищения у девушки остается мало шансов. Дабы избежать ссоры между похитителями и своими родными, морально и психологически сломленная девушка просто соглашается выйти замуж. В Ингушетии после введения штрафов за умыкание встал вопрос, что же это такое – старинный обычай или дикая традиция, которая противоречит и Корану, и Российской Конституции. Свыше 90% населения Ингушетии мусульмане, а традиция похищения невест идет вразрез с исламом. Религиозные деятели бьют тревогу. Грехом считается не то, что дотронуться до девушки, но даже посмотреть на нее больше одного раза. Старинный обычай противоречит не только религии, но и светским законам. Похищение человека вообще-то является уголовным преступлением, напоминает в Конституционном суде республики. Потому что Конституция каждому гражданину гарантирует свободу и неприкосновенность личности. И если одно лицо захватывает другого, будь то она девушка, и незаконно его перемещает с одного места в другое место, а затем удерживает в этом месте, даже если у него самые благие цели, да, в том числе и цели вступления в брак с этой девушкой, он тем самым совершает преступление. Избранное наказание, а именно штраф в 200 тысяч рублей и 100 тысяч пособникам, многие считают действенным. Впрочем, этим делом не ограничено. Нарушителям грозит и общественное порицание, в том числе и бойкот односельчан. Магомед Асканов, Резван Аушев, Новости 24. Пенсионное обеспечение граждан стало главной темой на заседании Совета Народного собрания. Депутаты также коснулись вопроса развития малого и среднего предпринимательства. Подробнее расскажет Индира Манкиева.
Живое обсуждение получила законодательная инициатива правительства России о страховых пенсиях. У парламентария возникло много вопросов к системе начисления пенсии и влияния трудового стажа на ее размер. Депутаты пришли к выводу, что принимаемый законопроект должен соответствовать реалиям жизни с учетом инфляции и изменений цен на потребительские товары. Мы считаем, что тот предложенный законопроект, внесенный правительством Российской Федерации, он улучшает качество пенсионного обеспечения граждан наших и будет способствовать, чтобы пенсия по своему суммарному значению приблизилась к тому уровню жизни, который сегодня существует. На заседании также определились предварительной датой проведения публичных слушаний по республиканскому бюджету на ближайшие 3 года. Они пройдут 19 ноября. Опыта открытого рассмотрения бюджета в парламенте с участием всех заинтересованных сторон у ингушских законодателей еще не было. Этот вопрос они решали голосованием на заседании. Публичные слушания проводятся, чтобы цифры, прописанные в бюджете республики, могли узнать все желающие. Население республики может ознакомиться с бюджетом и внести, если у них есть предложения, замечания, внести в Народное собрание Республики Ингушетия свои предложения по изменению некоторых норм или статей или цифр данного законопроекта. Также Комитет по экономической политике Народного собрания рекомендовал включить в повестку дня очередного заседания законопроект об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ингушетии и развитии малого и среднего предпринимательства. Оба законопроекта депутаты рассмотрят во втором чтении. Индира Манкиева, Рамзан Миржоев. Новости 24. В Магасе готовится к открытию новый 10-й микрорайон. Современный жилой комплекс, состоящий из многоквартирных домов, будет оснащен всей необходимой инфраструктурой и детскими площадками. Подробности у Индиры Манкиевой. Жилой комплекс – это 8 семиэтажных кирпичных домов в общей сложности на 276 квартир улучшенной планировки. Строительство началось в 2011 году, и уже через 3 года здесь появились первые жильцы. Микрорайон соответствует всем современным нормам. Большие светлые квартиры, детские площадки и даже дом ритуальных услуг. Все соответствует, мне кажется, даже мировым стандартам. Очень все качественно, действительно думают о людях, об удобствах, о детях. Наличие пандусов очень радует. Цокольные этажи строились с расчетом на развитие малого предпринимательства. Это значит, что здесь можно арендовать цокольное помещение для собственного бизнеса. Торжественное открытие района пройдет в конце месяца. Пока заселенность небольшая. Планируем в ближайшее время все сдать окончательно. Здесь будет торжественное открытие, будут приглашены гости. Также создана собственная служба по обслуживанию лифтов, чтобы люди могли смело покупать квартиры на последних этажах. Индира Манкиева, Ильяс Дасхоев. Новости 24. Продолжаются восстановительные работы на участке автодороги Назрань-Малгобек. 5000 метров нового асфальта – таков объем поставленной задачи. Как отмечают дорожники, вся необходимая техника и средства у них имеется. И в установленные сроки, а это конец 2013 года, они укладываются. Милана Хашагульгова побывала на месте реконструкции дороги. Участок дороги Назрань-Малгобек не соответствовал техническим требованиям. Дорога была узкой, что затрудняло движение. В начале марта там начались работы, которые закончатся к концу года. Кладут новый асфальт. Протяженность дорожного полотна около 5 километров, уже проложено 3. По словам мастера участка, толщина асфальта составит 10 сантиметров. Идет улучшение всех технических данных этой дороги. Ширина у нас дорожного покрытия с твердым покрытием 10,5 метров и по 2 метра обочины. Протяженность 4,370. Вот сейчас на данном этапе, где мы находимся, у нас идет укладка нижнего слоя асфальтобетона. Подготовив основание, уложили черный щебень и начали накрывать асфальтобетоном. Впереди еще укладка 3-го слоя. После укладки асфальтоукладчиком, вот как видите, катки закатывают асфальт. До того, как вот остынет, здесь машины не могут ездить. Как асфальт отвердел, после этого можно запускать машины. Наличие необходимой техники и рабочей силы позволит дорожникам завершить работу в установленные сроки. Магистраль будет трехполосной. Здесь будут установлены дорожные знаки, укреплены обочины, нанесена разметка. Милана Хашагульгова, Муслим Кадзоев. Новости 24.
В Министерстве финансов Ингушетии прошел семинар на тему «Практика применения федерального закона о закупках товаров, работ и услуг». Участниками были государственные унитарные предприятия и автономные учреждения республики. Речь шла о том, как на практике применять федеральный закон о закупках. Участников семинара предупредили, чтобы до 1 января 2014 года положения о закупках должны быть размещены на официальных сайтах организаций, иначе они будут штрафоваться. Закон вступил в силу с 1 января 2012 года. С 1 января 2014 года вступает в силу федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Это 44-й закон известный. В соответствии с частью 2 статьи 15 44-го федерального закона бюджетные учреждения для некоторых закупок вправе не применять нормы жестко регламентированного 44-го закона, а работать в соответствии с более удобным федеральным законом 223. То есть здесь уже есть право выбора. В блог Юнусбека Евкурова поступила жалоба от Галимат Тибоевой. Она работает на строительстве многоквартирных домов для жителей Оползневой зоны и 4 месяца не получала зарплату. Каков итог обращения, узнал Руслан Албагачиев. Галимат Тибоев со своей бригадой работает в фирме «Сельстрой». Это одна из строительных компаний, которая занимается возведением многоквартирных домов для жильцов Оползневой зоны. Галимат Тибоев по профессии маляр и занимается штукатурочной и шпаклевочной работой. В последние 4 месяца она не получала зарплату. После того, как терпение лопнуло, она обратилась к директору фирмы «Сельстрой», но безрезультатно. Тогда она написала в блог главы республики, после чего ее задолженность зарплате полностью погасили. Месяцев 4 нам не давали зарплату. Мы решили обратиться за комментариями к директору фирмы «Сельстрой», но его не оказалось на месте, а вместо него на вопрос о проблеме задолженности отвечал заместитель директора дирекции по реализации ФЦП социально-экономического развития Ингушетии Осман Вашигуров, который объяснил, почему была задолженность по зарплате. На этом объекте вообще проблем не было и нет с финансированием. Вот со стороны дирекции, заказчика, застройщика, вообще проблем с финансированием на этом объекте нет и не было. Проблемы были со счетом, банковским счетом. Эти проблемы сняты, зарплата выдана, и в дальнейшем мы постараемся не допускать подобное. Рабочие говорят, если снова повторится ситуация с задержкой заработной платы, то они опять обратятся к главе республики. Руслан Албагачиев, Ахмед Парчиев, Новости 24. Сегодня Юнусбек Евкуров провел прием граждан. К главе обращались люди разных возрастов и с различными проблемами. С какими именно вопросами пришли жители республики и получили ли они решение? В сюжете Мадины Албагачиевой. Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. И в связи с этим в республике решили организовать грандиозный концерт. Алихан Шаулиев и Зара Мальсагова пришли на прием к главе с приглашением на этот концерт. Они предложили Юнусбеку Евкурову вручать первую общественную награду «Орден Милосердия» за внимание и поддержку людей с ограниченными возможностями. Во время приема граждан звучали также просьбы об улучшении жилищных условий, о поддержке каких-либо проектов. Помочь с трудоустройством просил житель сельского поселения Аршты Саид Фирзаули. Это молодой человек, в этом году окончивший юридический факультет, круглый сирота. Глава задал ему вопросы об учебе. Пытался ли он сам найти работу, чем бы хотел заниматься. Выслушав его, Юнусбек Евкуров поручил подыскать для него работу по специальности и до 30 ноября дать отчет об этом. Также было обращение от Хаваш Багаудина Мислаурова просьбой отремонтировать улицу. По его словам, около 6 лет назад строители устанавливали водопроводные трубы и после этого так и не привели дорогу в порядок. Теперь там невозможно ходить из-за грязи и слякоти. А ведь по этой дороге люди добираются в местную церковь, куда приезжают в том числе и жители других регионов. Глава дал поручение отремонтировать дорогу. После приема граждан прошла рабочая встреча с Якубом Билхароевым, главой города Магаца. Он представил отчет о налоговых сборах, о работе ЖКХ, а также о том, какие строительные работы проводятся в столице Ингушетии. Глава республики, выслушав отчет, дал поручение улучшить внешний вид домов. Прошу и требую архитектурный стиль соблюдать, чтобы все было красиво. И параллельно заставить тех, кто раньше строил в Магасе в те годы, окультурить фасады зданий, которые они строили. Также Юнусбек Евкуров поручил привести в порядок и набережную Магасе, так как это лицо города, подчеркнул глава. Мадина Албагачиева, Тимур Карахоев, Новости 24.
Министру здравоохранения Ингушетии распоряжением главы республики объявлен выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Также дисциплинарное взыскание объявлено ряду его подчиненных. Причиной этому стала ситуация, связанная с халатным отношением к Лидии Цичоевой, которая скончалась в больнице в Пульмонологическом институте Москвы от тяжелого заболевания, так и не дождавшись запроса на квоту от Минздрава Ингушетии. Эта ситуация стала основной темой расширенного президиума правительства, прошедшего 6 ноября. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.